ошо сейлешибизде бүгүнкү күндө иштейт. Альфа Николаевна, сизге микрофон. Добрый день, дорогие друзья. Это, конечно, очень волнительно. Я работаю в этом центре с 1973 года. Это буквально через год после того, как он открылся. И я, наверное, счастливый человек, потому что я видела тот дворец культуры, который построили для жителей Советского района, для жителей нашего города. Как он строился, как начинали работать здесь творческие коллективы. И второе рождение этого центра я тоже увидела. Поэтому это вот такое огромное счастье в моей творческой жизни. Вся моя жизнь прошла здесь. И в 1973 году, когда после окончания школы я пришла работать сюда, потом через год поступила в Институт культуры, и вся жизнь была связана с этим. Естественно, танцевала в Народном театре танца, театр танца тогда. Это был такой коллектив, который гремел на весь город, потом на республику, потом мы представляли всю Россию, вплоть доехали до Чехословакии. То есть это было очень много таких вот коллективов было именно здесь создано, в этом Дворце культуры, строителей в то время. Строители очень любили свой дворец, любили всех нас, творческих людей. Всегда была огромная помощь в этом. За все эти годы, конечно, из нашего культурного центра, из нашего Дворца строителей вышли большие звезды татарской эстрады. Тот же самый Асаф Валеев, Булгар Азларов, Веселый Вагари, Зуфар Фаридинов, да. И многие другие, потому что многие из них начинали здесь, у нас в самодеятельности, свою творческую деятельность. И мы, наверное, были в какой-то степени первыми открывателями, пионерами. В то время даже никто слышать не хотел о самоокупаемых кружках. Это сейчас в порядке вещей, платные кружки, хозрасчетные и так далее. В то время это был нонсенс просто.